Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что будет происходить между вами и в ваших отношениях в этом месяце? Загадайте, пожалуйста, на себя и на своего мужчину. Так и спросите, что будет происходить между нами в наших отношениях до конца месяца, либо в этом месяце. Я надеюсь, вы настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, закроют нам то, что сейчас скрыто. Так, очень много почему-то дорог выходит. Дороги. Вас постоянно как будто бы разъединяют дороги. Вы как будто бы в разные стороны разъезжаетесь, потом вы съезжаетесь, потом опять то у одного дорога, то у другого. Как-то очень много дорог выходит. Смотрите, девчонки, вот кто вместе, кто в отношениях, здесь вот прям у вас дороги расходятся. Встреч, либо какого-то совместного времени будет крайне мало. Очень много дел и у вас, и у мужчины. Вот как жизнь начинает бурлить, крутиться. И как будто бы не хватит вам времени, вот в сутках, да, не хватает времени на то, чтобы вот друг другу по максимуму уделить внимание. Для тех же, кто у меня начнет встречаться, либо только начал встречаться, здесь какие-то бесконечные свидания. Очень, кстати, почему-то идет, вот опять же, дорога, да, очень много времени тратите на дорогу, на то, чтобы друг к другу там приехать, доехать. Один едет, другой ждет, либо наоборот. Как-то в дороге. Вот весь месяц он идет в дорогах. Так, смотрите. Для тех, кто в паре, в браке, здесь возможно где-то вот начало и серединка, да, пару каких-то стычек у вас могут быть с вашим любимым человеком на бытовом плане. Кто-то что-то пообещал, не сделал. Деньги, помощь, ответственность, да, какие-то могут вставать такие вопросы. Ну, ничего, пободаетесь, друг друга повоспитываете, это нормально, ничего страшного нет. Каких-то критических моментов нет. Ну, так пару дней там не поразговариваете, потом нормально все пойдет. Вот это все можно пережить. А вот в конце месяца у вас идет какой-то совместный, ну, это не отдых, может быть и отдых, но вот как поездка, наверное, какая-то интересная. И я хочу вас предупредить, в этой поездке будет дама весьма вульгарная, с низкой социальной ответственностью. И вот эта дама может проявлять интерес к вашему мужчине. Значит, девочки, не стесняемся. Если вы видите, что какая-то, извините, шмара, по-другому я сказать не могу, потому что именно это я и вижу, протягивает свои липкие ручки к вашему мужчине, по этим ручкам нужно хорошенечко дать, да, чтобы не лезла туда, куда ее не просят, да, либо к чужому руки не протягивала. Вот. Почему это важно? Важно, что вот я вижу, что вы можете обидеться. Обидеться, сказать: о, ты там по бабам ходишь, ты там на других женщин внимание обращаешь, вы обидитесь, развернетесь и уйдете, а вот этой бабенке вы как бы путь откроете. И уж поверьте, она своего не упустит. Даже если ваш мужчина будет сопротивляться, вот все равно она прям на него напрыгнуть может. Там какая-то такая, прям, знаете, клейма где на ней ставить. Так что я вас прошу, но мужчину как бы воспитывать тут бесполезно. Я вижу, что это она к нему руки потянет. Вот придет такая вся, вон все у нее там видно, вся такая потлатая, там все оголенное, и начнет вот этими своими, ладно, скажу помягче, да, частями тела трясти вокруг вашего мужчины. И прям очень наглая женщина. Если надо, ну прям пендаля, да, пусть летит подальше от вашего мужчины. Серьезно говорю, не бойтесь, не стесняйтесь.
Не думайте, что ваш мужчина там прям должен стать в боевую позицию, сказать там: не подходи, а то сейчас стукну, да. Но он так делать не будет. А она запросто может на него напрыгнуть, прям в наглую напрыгнуть, даже не постесняется, что вы рядом находитесь. Не бойтесь, боритесь за своих мужчин. Это вот именно вы вместе где-то будете, и вот такая вот женщина может пристать. Вот и видно, видите, кораблик идет ваш, и вот она у вас прям на пути становится, и вот прям свои эти, как спрут, да, руки свои липучие к мужчине, к вашему протягивает. Вот, будьте поаккуратней. Защищайте своего мужчину. Это важно, девочки, важно. Вот, еще раз повторю, не бойтесь, не стесняйтесь. Ваше дело право, это ваш мужчина. И вы вправе его защищать. Так, еще хочу сказать, у вас с этим мужчиной будет какая-то радость. Совместная радость. У кого-то это отыграется, что вы, не знаю, в лотерею выиграете, либо вы получите какое-то разрешение, одобрение, что-то для вас было важно, и это осуществится. Вы эту радость вместе получаете, поровну делите. Очень хорошее событие. Это где-то вот у нас серединочка месяца произойдет это событие. Очень приятно будет. Так, для тех, кто встречается, кто будет постоянно ездить на свидания. Я тут, девочки, хочу вам сказать, что вы слишком сильно заморачиваетесь. Вы вот только не обижайтесь, вот как будто бы вы теряете радость. Радость от встреч, от свиданий. Вы так тщательно готовитесь, вы так тщательно вот себя там подготавливаете, да, чтобы там, не дай бог, никакой там волосиночки нигде лишнее не торчало, что все прям было идеальненько. Вы очень сильно устаете в процессе. Когда уже у вас там встреча, вы уже уставшие, настроение у вас не то. Поверьте, мужчина, с кем вы встречаетесь, ему, ну честно, вот только тоже, опять же, не обижайте, ему все равно, как вы выглядите. Его тянет ваше внутреннее состояние, то есть ваш внутренний свет, ваш магнетизм, ваша душа прекрасная. Вот это его тянет. Если вы придете с волосатыми ногами, там, без маникюра, там, без макияжа, то поверьте, он этого просто не заметит. Вы для него самое прекрасное. Вот он вас видит, вы у него такая, знаете, в сиянии, в такой в ауре. Такой ангел сходит, да, там, и такие маленькие ангелочки на арфе играют. Он так вас видит. Вот это, всю вот эту вот поверхностность, да, там, где все у вас чистенько наглажено, на маникюре, он этого не видит. А вы уйму времени тратите на то, чтобы готовиться. А кто-то еще кучу денег на это тратит. Девчонки, да, за собой следить надо. Я ничего не имею против этого, но вы уж как-то сильно в себя вкладываетесь. И время, то, которое вы тратите, вы могли бы использовать более эффективно, больше бы вместе времени проводили с мужчиной, чем вот тратите на подготовку. Вот. И еще хочу предупредить, не спешите с мужчиной в кровать. Ну, я понимаю, что, может быть, хочется, да, и, ну, понятно, физиология все-таки, все мы люди взрослые. Вот чем дольше вы его помурыжите, тем лучше будет результат. Вот поверьте. Он о вас очень высокого мнения, очень высокого. Вы для него, ну, богиня, не меньше, поверьте. И ему прям и очень хочется, а с другой стороны, ну как, вы же чуть ли не святая для него, понимаете, ему страшно. Вот, чем дольше вы к себе не подпускаете, тем больше ваша ценность в его глазах. Вот здесь очень важно. Может быть, ну, я вот вижу, у кого-то дата будет какая-то знаменательная, подгадать к этой дате эту близость. Либо, ну вот как-то больше, может быть, с ним как-то поиграть, да, вот вроде как раз позвала, оттолкнула, позвала, оттолкнула. То есть охотник, он охотник. Нужно давать ему эту, как приманку, прикормку, чтобы он прям уже, знаете, довести его до точки кипения, а потом уже пусть получит награду. Поверьте, вот для кого-то это прям ключ к очень скорому браку будет. Либо к тому, чтобы там съехаться, объединиться. Не давайте мужчине все и сразу. Пусть немножечко на диете посидит. Ему будет это очень полезно. Так, у кого-то, кстати, хочу предупредить. Родительница есть. Родительница у мужчины, которая против. Против, что-то ей не нравится. Ну, тут, знаете как, человек сам по себе противный,
плюс, опять же таки, материнская ревность, ее никто не отменял, может немножечко вмешиваться, вплоть до того, что у кого-то прям разговор с сердобольной мамашей состоится. Вот она прям допрос с пристрастием устроить может прям в лоб сказать: ты там моему сыну не подходишь. Да, не для того я мальчика рожала, чтобы какая-то вот женщина его у меня увела. Не обращайте внимания. Да, он ее любит, да, он ее слушает, прислушивается, по крайней мере, но вот он будет поступать так, как подсказывает ему сердце. То есть даже если она там, ну не знаю, костьми ляжет и скажет: все, не пущу, он переступит и пойдет к вам. Не заморачивайтесь по поводу этой женщины. Ну, возможно, это ваша будущая свекровь, но тем не менее, смотрите, у них разговор состоится, но не в этом месяце, потом уже, знаете, как у вас там к серьезке подойдет, состоится разговор, и вот он ей все четко так и скажет: мама, вот это ты, а вот это моя любимая женщина. Я не буду между, абсолютно не буду. Ты для меня мать — это одно, а она для меня жена — это другое. Все. И если хочешь со мной общаться, не потерять связь между нами, пожалуйста, прими это как должное. Вот. А если вы будете заморачиваться, если вы будете там все время думать, что: о боже, она меня не хочет, она против меня, вы испортите отношения прежде всего со своим мужчиной. Этого не стоит делать. Абсолютно. Так, и еще хочу предупредить, тут, скорее всего, девушка работает, и на работе есть мужчина. Может быть, начальник, может быть, при какой-то должности повыше, постарше, чем вы. Такой очень много он хохмит, такой весельчак, какие-то шуточки. Ну, такой скользкий немножечко тип. Вот, смотрите, чтобы этот мужчинка не стал таким триггером для вас и для вашего мужчины. Он может какую-то шутку отпустить, он может что-то, знаете, как ляпнуть, не подумав. И это может быть как... Ну, такой красная тряпка, да. Мужчина может вас заревновать, либо что-то там задумать, заподозрить и прочее, прочее. То есть, если в вашем присутствии кто-то начинает шутить, вот когда вы вместе, в паре, да, например, вы встретили этого человека, старайтесь сразу обрезать эти разговоры. Потому что здесь идет какая-то глупость, слово, глупость, и из-за этого могут быть проблемы. Но это не критично, но тем не менее малоприятно. Так, и еще вот хочу кому-то сказать. Здесь кого-то разлука будет. Это конец месяца. Кто-то из вас будет уезжать. Может быть, мужчина будет уезжать, может быть, вы будете уезжать. Это должно произойти. Вот дорога выпадает одному, а один ждет. Не стоит пытаться форсировать события, не стоит пытаться как-то там скооперироваться, ехать вместе, либо наоборот отменять свою поездку, либо уговорить мужчину, чтобы он отменил. Пусть едет. Либо если вам нужно ехать, едьте вы. Ничего страшного не произойдет. Вообще об этом даже и не думайте. Вам вообще вот расставания, они как бы в пользу идут. Этот момент соскучиться, там, переписочки, там, смайлики там, по телефону, темочки и прочее, прочее. Вот это нужно. Для ваших отношений это нужно. То есть вы побыли вместе, вы разъехались, да, на какое-то время, взяли паузу, соскучились, и потом с новыми чувствами, эмоциями прямо в бурю отношений будете бросаться. В принципе, месяц хороший. Да, есть пару критических моментов, но это все можно пережить, смотря как реагировать. Если рубить прям, да, по каждому там скандалу, да, либо по каждой ссоре рубить мечом и говорить, что все, вот ты там со мной поругался, значит, иди куда подальше, ну, конечно, отношения можно потерять. Так что будьте поаккуратней. Понимайте, что милые, как там, бронятся, только тешатся. И старайтесь побольше сводить все к шуткам, к юмору. Да, вот каждую ссору, каждый спор можно ведь немножечко так перекрутить, да, переиграть в шутку. Вот это хорошо. Проявляйте свою мудрость, девочки. Вот я вижу девочки мудрые. Мужчины, что вот один, что другой, они какие-то немножко такие простоватые. У них как-то все прямо, четко, однотонно. А девчонки здесь яркие, веселые, активные.
Вот. Так что, девочки, пользуйтесь, пользуйтесь своим умом, пользуйтесь своей мудростью, и все будет замечательно. Кто ждал предложения руки и сердца, предложение будет, но будет как-то вот прям сюрприз. Я не буду делать спойлер, потому что я не имею права лишить вас той радости, которую мужчина приготовил. А приготовил он что-то невероятное, поверьте. Это незабываемое событие, будете правнукам рассказывать. Так что готовьтесь, девочки, будет нечто фееричное, просто невероятное. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.